Паскелиядан калыр 2 hafta. Bu 2 haftanın içinde mutlaka insan temizliği kendi evinde yapar. Orucu tutar, hem komkalarını alır hem de halizden hazırlık gider. Çünkü ilk yaz havaları bizi sevindirirler, verirler kolaylığı yapma. Hepsi o hazırlıkları ki Paskeliya en büyük ortaya bütün yılda girme hem temiz evlen, temiz canla, temizlikle hem de gülüşle kendi yüzünden. Önemli Paskeliya orucunda hem de nice hazırlanma kendi canını bu ortaya açıklar bizi Kumrat kasabasının Иван Предтеча adına соборun çalışanı Дмитрий. Всегда православная церковь очень глубоко и назидательно подготавливает человека к встрече со Христом. И этому предшествует время Великого Поста. Великий пост есть стремление человека к обновлению своей жизни. Великий пост есть стремление души человеческой к познанию Бога и единению с любящим Отцом, Творцом и Создателем. И самое, наверное, важное – это работа над собой. Все дни Святого Поста, они целиком и полностью насыщены назиданиями и образами, самое главное, людей и величия и милосердия Божия к падшему человеку. Все эти дни, все песнопения, все образы богослужения и так далее, они не просто даже пропитаны, они дышат благодатью и помогают человеку, если он внимательно обращает на это свое внимание, помогает человеку работать над собой, изменять себя. Главное, что есть такое слово, называется метаноя, покаяние. Покаяние – это не просто прийти, сказать на исповедь батюшке, что я согрешила, там, тем-то, тем-то или согрешил. Нет, это всецелое предаяние себя Богу и, скажем так, войти к Нему в доверие и работать над собой для того, чтобы Господь, глядя на нас, радовался и благословлял. Человек за время поста, он духовно растет? Если он внимателен прежде всего к самому себе, если он сосредоточен в молитве, потому что молитва преображает душу человеческую, сердечное внимание к своим словам, в первую очередь, контроль над своими мыслями, своими поступками, своими принесение Богу покаяния, то есть молитвенный плач и воздыхание о том, что виноват, Господи, или виновата, прости меня, помоги измениться. Все это помогает человеку, и человек меняется, человек преображается, человек становится лучше, чище, прекраснее, потому что благодать Божья, она человека подкрепляет, если есть к этому расположение самого человека. Что прекрасно, когда человек имеет перед собой память о Боге, о том, что Бог есть Отец, и всякое действие есть выражение или огорчение к Нему в нашей жизни. И стараться, знаете, вот как я бы сравнил для, скажем так, вот более ясно, это когда человек любит, скажем так, свою вторую половину, да, и сделает, хочет ей приятно. Или человек любит своих родителей. Нет ничего прекраснее, когда видишь на лице улыбку другого человека от того, что ты сделал ему радостно, приятно, полезно. Он от этого радуется. Так Бог больше радуется от того, потому что Бог есть Отец. Да? Он радуется от того, что человек меняется, он работает над собой, он предпринимает какие-то шаги для того, чтобы преображаться, оставить свои вредные привычки. В первую очередь, на что нужно акцентировать свое внимание. Не на воздержание в пище,
а именно акцентировать внимание на то, чтобы бороться со своими душевными недугами. Злой язык, худой помысл, осуждение, леность, борьба с блудом, зависть, злоба, примириться со своими братьями и сестрами, что немаловажно, примириться с соседями, иметь мир вокруг себя, иметь мир в самом себе. Вот к чему призывает и напитан Святой пост. Если человек работает над этим, я думаю, что Господь укрепляет. Мы должны до Пасхи доползти, буквально изможденными, уставшими. Но для этого потом приходит благодать Божия, Святое Воскресение, оно внутри преображает человека, чтобы получить, наверное, скажем так, и принять, или, как бы сказать так, полноценно почувствовать Пасху Христову, надо пройти и Голгофу, ту Голгофу, которую проходил Господь. А Он проходил с одним, с любовью и прощением. Работа, она может помочь человеку быть внимательным. Она не мешает молитве. Понимаете? Когда человек ходит на работу, ум же от него Господь не отнимает. Есть возможность, находясь в работе, молиться мысленно. Это тоже есть труд поста. В семье акцентировать внимание на каких-то духовных вещах. Больше работать с детьми, скажем так, ограничивать себя от каких-то суетных вещей. Быть сосредоточенным, быть сдержанным, скажем так. Сдерживать себя ради любви ко Христу. Не так, потому что так сказали, а так, потому что я Бога люблю. Там, я приду домой пораньше, побуду с семьей, поговорю с семьей о каких-то вещах. Ограничивать себя, например, от мата, как в семьях часто бывает слышно, родители между собой ругаются. То есть прекратить эти вещи, прекратить скандалы, прекратить ругаться матом при детях. Это тоже работа, это тоже необходимо, да? Это тоже сдерживать. И семья, она будет жива, скажем так, духовно, когда есть работа над духовными вещами. Не телевизор и интернет, а душеполезные книги и Евангелие. Если родители будут читать Евангелие, этому последуют дети. Если родители будут воздерживаться, ну, скажем так, вот, от калорийной пищи, дети возьмут пример. Дети будут, я сегодня радуюсь тому, что даже вот, видя в школах, дети многие стали поститься, стали приходить в храм вместе с семьями, вместе с родителями, вместе со старшими. Это тоже хорошая работа, это тоже... И вот эти вот малые шаги, которые предпринимает семья, это тоже является неким подспорьем того, что потом заложит будущий хороший фундамент. Мы здесь не остаемся вечно. А будет будущее поколение, которому мы научим хорошему, то и оно будет потом и нас вспоминать, и нам не стыдно будет перед Богом стоять. Как правильно подготовиться к причастию и исповеди? Очень внимательным отношением прежде всего к самому себе. Акцентировать больше внимания на чтение Священного Писания. Стараться часто уединяться для молитвы. Пусть ненадолго, но часто, по-короткому. Я часто, общаясь с людьми, советовал им, оставаясь на уединении, подумать и вспомнить, в чем согрешила, или в чем согрешил, кого обидел, и пойти и примириться по слову Священного Писания. Если ты хочешь принести дар твой Богу, а что за дар? Наше расположение, наша любовь, наше внимание, наш страх и трепет, благоговение к причастию, к Богу, потому что мы с Ним соединяемся. Господь говорит, пойди прежде примирись. Если имеешь на кого обиду или кто-то обидел тебя, пойди прежде примирись. Попроси прощения или прости.
только тогда у нас есть духовное, моральное право на то, чтобы дерзать к причастию. Мы никогда не удостоимся соединиться в святых Христовых тайн, потому что нам это дается по милосердию Божию. Но быть расположенным к этому мы должны и показать Богу для того, чтобы мы хотим причаститься и соединяться с Ним. Мы должны. Вот эти вещи, примирение со своими родными и близкими, прощение, что немаловажно, прощать обиды, прощать злобу, прощать ненависть, прощать прежние ошибки. Нет человека, который живет на земле и не грешит. Мы все с вами люди, грешим друг против друга, против самих себя. И если мы это вспомним, попросим прощения, то мы с радостью можем прийти ко Христу и взять у Него то, что Он дарует нам, жизнь вечную, через единение тела и крови Христова. Есть молитва в словах, и утренние молитвы, есть вечерние молитвы, есть молитвы в течение дня. А очень хорошо, особенно когда человек находится в труде, самая короткая молитва для всех. Она очень удобная, и она услаждает даже сердце. Эта молитва звучит так: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных». Это восьмисловие содержит в себе все Священное Писание. Оно содержит в себе и славословие, и исповедание Бога, и осознание себя грешным человеком, и прощение, и спрашивает милость. Оно все себе содержит, и благодарение. Если человек как можно чаще его будет произносить в течение дня, то мы даже заметим в будущем, что мир изменится не только в нас, но и вокруг нас. Преподобный Серафим Саровский говорил так: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». И вот эта смиренная молитва, она насаждает вот этот благодатный мир, когда просто становится хорошо. А почему хорошо? Потому что Бог рядом. И есть эти молитвы простые. Вспоминайте Пресвятую Богородицу. Она мама, она заступница, она помощница в жизни. Вспоминайте своих святых, которыми имена ваши в крещении вам даны. Это нужно вспоминать, там говорить: «Пресвятая Богородица, спаси нас», «Святой великомучениче Дмитрий» или там другой святой, «Моли Бога о мне». Вот эти короткие молитвы, поверьте мне, они как капли, благодатные капли, как роса падает на землю и питает, от этого растут цветы. Как человек в Страстную неделю должен вести свой образ жизни? Никогда не поздно начать дело своего личного спасения. И Страстная Седмица – это, скажем так, не просто кульминация поста. Это особое тяжелое время, которое мы должны пройти со Христом, с Богом, который ради нас взял на себя позорную муку, крест и последовал на то, чтобы искупить весь род человеческий. Не мир и я отдельно, а я часть этого мира. И Христос ради меня идет сегодня на Голгофу. Ради меня Он идет и принимает оплевание. Ради меня Он идет и принимает распятие, муку, гвозди, боль, страдания, позор, осмеяние. Идти за Ним, идти, сопереживать Ему. Почувствуйте эту седмицу не только постом. Если мы бы немножечко духовно соприкоснулись бы, напитались бы теми богослужениями, они целиком и полностью пропитаны слова, что: «Господи, Ты ради меня претерпел такие ужасные муки, которые не может описать ни один человек, не поддается описанием словам эти вещи». И вот, сопереживая этому, хотя бы хоть как-то, я подчеркиваю, ради любви ко Христу, Богу, сделайте Бога
своим Отцом, своим Творцом, своим Создателем, своим не просто другом, а тот, который рядом, тот, который поможет, который вовремя подставит руку помощи. Понимаете? И вот эта Страстная Седмица, она напитана. Я иду за Христом. Помогите Христу нести этот крест. Поднимите его, идите за Ним, следуйте за Ним. Напитайтесь Евангелием. Евангелие, оно прекрасно показывает то, что человеку нужно для дела спасения. Если мы Евангелие сделаем не просто настольной книжкой, а необходимой вещью для нашей жизни, как воздух, то и Бог сделает нас не просто друзьями, а своими близкими, о которых будет помнить, которых не оставит никогда и ни в чем. С чем человек должен прийти к Пасхе? С радостью. Радостью о воскресшем Христе. Радость о том, что мы искуплены. Что такое вечно живые слова «Христос воскресе»? Ведь, знаете, вот наверняка даже и вы чувствовали на Пасху, когда священник восклицает громко и радостно ответ звучит «Воистину воскресе», внутри что-то становится теплее, становится хорошо, становится радостно. Почему? Потому что это живые слова. Это не просто то, что некогда произошло. Это вечно живые слова, которые не просто животворят, они, как вам даже сказать так интересно, они воодушевляют человека дальше жить, как бы трудно ни было. Потому что Христос рядом, Он сейчас вот рядом, Он воскрес, и Он рядом со мной, Он больше не уйдет от меня никуда.